Доброго времени суток, дорогие зрители, слушатели. Мы сегодня поговорим о древнейших эпохах в истории нашего края, а именно территории Удмуртии, где на сегодняшний день существует, в границах которой существует сегодняшняя Удмуртская республика. Это тем более знаменательно, что у нас столетие государственности Удмуртской республики. Именно к этим юбилейным датам и к этой юбилейной дате, и к столетию музея, Национального музея Удмуртской республики, можно привязать этот проект «Лектория» о истории, древнейшей истории нашего края. Я начну нашу лекцию именно с древнейшей эпохи, которая документирована археологическими источниками на сегодняшний день. То есть, по крайней мере, мы можем судить об этой эпохе достаточно определенно, располагая выразительными коллекциями, которые хранятся сегодня в Национальном музее, выставлены в экспозиции Национального музея, и которые получены были, в общем-то, не столь давно, не более 50 лет, получены благодаря целенаправленной научной работе, поисковой работе разных организаций, прежде всего Удмуртского государственного университета, его Камско-Вятской археологической экспедиции, которая была создана в 1973 году, и, как это ни удивительно, именно в 1973 году в первый же полевой сезон экспедиции были открыты древнейшие памятники, в частности, памятники эпохи Мезолита и Неолита. Сегодня мне хочется начать наш разговор о истории Удмуртии, о прошлом нашего края с глубокой древности. То есть, собственно, как и выстраиваться хронология истории. Говорить об этом и сложно, и в то же время очень интересно. К сожалению, наши знания о прошлой истории, за редким исключением, уходят глубже XX века. Хуже мы знаем историю XIX, XVIII, а что теряется в глубине этих столетий, для многих даже не всегда очевидно. Вот это особенность или своеобразие нашей памяти, исторической памяти. И в этом плане археология, как специфическая достаточно наука, которая оперирует совершенно особыми, своеобразными источниками, археологическими источниками, предоставляет людям ищущим, людям любопытствующим, любознательным невероятное пространство, поле для поиска прошлых столетий, для, может быть, ответов на некие неочевидные, на первый взгляд, вопросы: откуда мы, кто мы, где жили наши предки, чем они занимались в прошлом. И вот сейчас, в столетний юбилей государственности Удмуртии, мне кажется, что и столетие, кстати, Национального музея Удмуртской республики, мне кажется, что вот эта идея рассказать посредством современных технических средств, рассказать о прошлом крае, в то же время презентовать невероятно огромный потенциал именно музея, государственного музея, эта идея чрезвычайно интересная, чрезвычайно важная. Я буду говорить сегодня о той глубокой древности, которая исчисляется даже не столетиями, а тысячелетиями. Увы, говорить об этом не всегда просто, поскольку, вот как вы сейчас увидите, глядя на экспозицию нашего музея, это прошлое представлено довольно фрагментарно. И это, по сути дела, остатки, отдельные кусочки той прошлой жизни, той прошлой истории, которые человеку несведущему могут на первый взгляд даже показаться собственными источниками. Вы посмотрите, вот в витрине музея мы с вами видим какие-то отдельные камушки. Они
бесформенные, но есть и такие камушки, которые имеют вполне определенную форму, причем эта форма повторяется в основных своих чертах, может быть просто разные эти формы имеют различные размеры, от совершенно мелких, мельчайших, на которые мимо которых мы могли бы просто пройти, не обратить внимания, до довольно крупных форм, которые уже, попадая в наши руки, вызывают немой вопрос: а что это такое? Это произведение природы или все-таки это дело рук человеческих? История Удмуртии, или правильнее, наверное, все-таки говорить доистория Удмуртии, или праистория, или предыстория. То есть в научной терминологии много понятий, которые определяют вот эти эпохи, далекие от нас эпохи, лишенные письменной истории. Так вот, до истории Удмуртии на сегодняшний день, по результатам наших сегодняшних открытий, начинается, по сути дела, в современную геологическую эпоху, в Голоцене. Более ранних материалов, иллюстрирующих более ранние эпохи в освоении территории нашего края, этих материалов в нашем распоряжении пока нет. Но я очень хотела бы верить в то, что они есть, просто нами не открыты еще. И это, опять же, перспектива тех исследователей, тех ученых, которые придут, как говорится, на это поприще буквально сегодня, а может завтра, а может и послезавтра. И опять же, фонды нашего национального музея, и мы увидим это в отделе природы, позволяют облечь эти наши смутные упования в конкретные формы. И сказать, что это не просто слепая вера, а это действительно некое уже научное предсказание. Итак, первые древнейшие находки на территории нашего края, связанные с присутствием здесь древнейших людей, относятся к эпохе мезолита. Опять же, не обладая письменными источниками, археологи придумали, ввели в свой понятийный аппарат понятие археологических эпох, нашли им название. Так, древнейшее прошлое у нас характеризуется через эпоху палеолита, то есть древний каменный век, эпоху мезолита, средний каменный век, эпоху неолита, то есть новый каменный век. Это эпохи, которые имеют очень большую протяженность, повторюсь, не столетия, а тысячелетия. И поэтому те разрозненные кусочки информации, которые мы собираем в виде артефактов, то есть археологических предметов или вещей, представляют собой лишь самый маленький, как говорится, осколок или факт, который мы получаем благодаря археологическим раскопкам. Так вот, если мы с вами обратимся к учебникам истории, по истории нашего края еще полувековой давности, то мы в них не найдем вообще упоминания об этих эпохах. На начало 70-х годов прошлого века, 20 века, удмуртская наука не располагала даже этими небольшими, в общем-то, как можно видеть, знаниями о каменном веке в Удмуртии. И даже такие маститые ученые, как Владимир Федорович Генинг, создатель Удмуртской археологической экспедиции в 1954 году, и один из тех, кто готовил первое издание очерков истории Удмуртской ССР в конце 50-х, начале 60-х годов, в общем-то, довольно твердо верил в то, что памятников каменного века на территории Удмуртии нет. И первые открытия этих памятников пришлись только на начало 70-х годов. Как, в общем-то, многое в науке, сделаны они были случайно. Можно почитать воспоминания Римы Дмитриевны Голдиной, профессора нашего университета, создателя Камско-Вятской археологической экспедиции Удмуртского государственного университета, о том, как были открыты первые мезолитические, первые неолитические памятники Удмуртии. То есть это вот как раз тот элемент случайности, элемент удачи, элемент везения, который так важен в археологии. На сегодняшний день, спустя почти полвека, да, после первого открытия
мезолитических и неолитических памятников, это 73-74 годы, нам известно уже порядка 40 памятников на территории нашего края, которые не просто открыты, но и исследованы раскопками. Поэтому они уже могут нам рассказать несколько больше, нежели, скажем, находка отдельной кремниевой пластины или отщепа. Вот если мы обратимся к карте памятников, выявленных памятников эпохи мезолита, то мы увидим очень любопытную картинку. Вот кружочками вдоль основных речных артерий края показаны как раз те самые местонахождения или стоянки древнейших людей, и вы видите, что они приурочены, по сути дела, только к главным рекам Вятке, Каме, ну и их более-менее крупным притокам первого-второго порядков. Да. На территории Удмуртии эти памятники в основном занимают юго-западный фланг или юго-западный сегмент территории, но за редким исключением низовья реки Чепцы на севере Удмуртии. И мы видим, что если наложить сюда карту современной Удмуртии, то вот вся территория между Чепцой и Келемезью, средним течением Келемези, она, по сути дела, пустая. Вот эта пустота, это белое пятно, с одной стороны, есть факт неизученности этой территории, это раз. А второй момент, который мы можем объяснить вполне прагматическими причинами, это территория так называемой кельмезской низменности, которая сегодня, в общем-то, покрыта лесами и болотами, поэтому она с точки зрения проходимости довольно трудна. И надо полагать, что не особо охотно первобытные коллективы человеческие стремились, вот, как говорится, осваивать эти таежные пространства. Вообще же появление первых памятников, древнейших памятников на территории Удмуртии целиком и полностью зависело именно от природно-географических факторов. Это, если мы посмотрим с вами на датировки, которые присутствуют в витрине музея, 8-6 тысячелетие до нашей эры, это ну, где-то вот не самое начало Голоцена, то есть новой геологической эпохи, современной геологической эпохи. Это уже скорее финал ее, формирование современной геологической эпохи или вот современного климата, природы на территории края приходится на период с 12 тысячелетия до вот 8 тысячелетия до нашей эры. Это такая переходная эпоха от позднего плейстоцена, то есть ледниковой эпохи, к современной геологической, Голоцену. И понятно, что процессы почвообразования, образования рельефа, современных речных русел, водотоков, они только находились в самой начальной стадии. Кромка ледника отступала, он уходил, изменялось, как говорится, давление на землю, на поверхность земли, и, соответственно, постепенно начинал меняться рельеф края. И поэтому обнаружение этих древнейших памятников, оно, конечно, носит такой характер комплексный. То есть здесь недостаточно просто ввезения археологического, здесь важен еще и определенный фактор предсказуемости, такого научного прогноза. И это важно, когда мы привлекаем к своим работам специалистов в области иных дисциплин, но прежде всего геоморфологии, палеогеографии, да, которые могут нам подсказать, а где находились те самые наиболее перспективные места в древности, которые могли привлечь человека, привлечь древнейших людей с точки зрения их удобства. Удобства для жизни, удобства для охоты, для места, которые обладали необходимым минимумом пищевых ресурсов, потому что это было важно для человеческого общества, для его самосохранения и, соответственно, продолжения рода.
Поэтому вот такая география древнейших стоянок на территории Удмуртии, она, наверное, все-таки не случайна. Но мне кажется, опять же, что самое интересное открытие у нас еще впереди. Так вот, с точки зрения уже известных памятников, можно заметить, что они в основном находятся в бассейне реки Кельмези, или более крупной реки Вятки. Это река Вала, это вот есть Нынек, это уже речка Умяк, левый приток Вятки, это река Лабань, правый приток Кельмези. Это стоянки небольшие по площади, с очень невыразительным культурным слоем, на который может обратить внимание только специалист. Мощность этих слоев не превышает 20-30 сантиметров. Они слабо подзоленные, то есть слабо гумусированные. Это действительно стоянки, то есть где человек останавливался на какой-то короткий период времени, может на сезон, может на 2 сезона, да. Это даже назвать вот с точки зрения этнологии стойбищами, наверное, вряд ли можно было бы, потому что стойбище – это как-то, на мой взгляд, более длительные места поселений. То есть человек приходил, выбирал удобное место, селился здесь своей семьей. Это были небольшие коллективы, судя по площади культурного слоя и тех отдельных сооружений, которые в границах этого слоя были обнаружены. Это, как правило, 1 или 2 жилища, небольших жилища. Площадь их не превышает, как правило, 25-30 квадратных метров. Что это такое? Это нынешняя двухкомнатная квартира, да? И, в общем-то, все жили в этом жилище. Жилища не отличаются какой-то фундаментальностью своей архитектуры. То есть это, скорее всего, были что-то среднее, может быть, между хижиной и более долговременным срубным домом, то есть ни о каких, как говорится, прочных конструкциях, деревянных конструкциях говорить не приходится, не тот уровень техники и технологий. Ну и опять же, в общем-то, построить такое жилище достаточно было лишь для того, чтобы обеспечить себе крышу над головой, возможность приготовить пищу, возможность для отдыха дневного и ночного, ну а затем двигаться дальше. И опять же к тому, что возможно, или как, в общем-то, сегодня представляется, освоение новых территорий, в частности в Камско-Вятском междуречье, было обусловлено довольно подвижным характером этих древнейших коллективов. То есть они в основном двигались вслед за стадами диких животных, которые служили основным объектом их охоты. То есть это были лось и северный олень, по крайней мере, остеологические остатки, которые обнаруживаются вместе с древнейшими орудиями на этих стоянках, это именно останки этих животных. Это быстро передвигающиеся животные, и охота на них, конечно, должна была носить такой динамичный характер, то есть нужно было знать места передвижения этих стад, да, диких стад, и нужно было устраивать соответствующие какие-то приспособления для охоты для них, хотя, как считается на сегодняшний день, все-таки основным орудием охоты служил лук и стрелы. Лук и стрелы. Вот в следующей витрине показан как раз такой, это приспособление, то есть оно предназначается на быстро передвигающихся животных или на дичь, да, то есть можно было подстрелить на расстоянии до 300, а то и при определенных умениях и навыках до 400 метров, да, полет стрелы мог настичь это животное. Это совершенно другая стратегия поведения человека, другая стратегия охоты, нежели, скажем, мы встречаем в эпоху древнекаменного века, в эпоху палеолита, то, что вы представляете себе, когда вам говорят о мамонтах или охоте на мамонтов. То есть, конечно, вот с таким луком и стрелами на мамонта не пойдешь. Ну и в эпоху мезолита, конечно, мамонты, это уже было достаточно далекое прошлое, вряд ли кто уже, наверное, вспоминал о способах этой охоты. Но
именно вот такая индивидуальная охота с луком, она предполагала и совсем другой уровень социальной организации. То есть проще было выживать, существовать в небольших коллективах, то есть так прокормить и себя, и свою семью было удобнее. Конечно, в тех условиях вот начала, как говорится, голоценовой эпохи, когда наша территория только покрывалась лесами, человеку приходилось приспосабливаться к этой лесной зоне. Это не тундра, лесотундра, как было во времена палеолита. Ну и познавать возможности, пищевые возможности этой новой для него реальности, то есть знать, что можно было помимо охоты на дикого зверя еще приспособить для своего жизнеобеспечения. То есть сбор лесных плодов, орехов, шишек, ягод, грибов, ну и какой-то растительной пищи. Это уже была, скажем, сфера ответственности женской половины семейных коллективов. Мужчины, конечно, брали на себя обязанность охоты. Техника орудийной деятельности в эпоху мезолита, и это очень хорошо видно как раз по находкам орудий с мезолитических стоянок, требовала достаточно серьезных умений, навыков в обработке камня. То есть основным источником, или вернее основным сырьем служил, конечно, камень. И для мезолита это был главным образом кремень. Кремень – удивительное сырье, удивительный камень. Вот здесь в витрине как раз размещены и основные желваки этого камня, которые встречаются в виде конкреций или целых пластов, залегающих в толщах террас, речных террас. С него различными способами, но главным образом с помощью вот таких, в общем-то, простых, по сути дела, приспособлений, ударного орудия, да, и выбора приемника, с помощью которого, посредника, с помощью которого можно было от этого желвака отколоть нужную пластину или нужный отщеп, достигалось, по сути, вот такой совершенный итог или совершенный результат, который представлял в конечном счете орудие. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, что можно было вот, скажем, такими микропластинками сделать, да? Как можно было с их помощью убить того же зверя или разделать тушу животного, приготовить из шкуры какое-то покрытие для себя, одежду для себя. В общем-то, здесь разум древнейших людей характеризовался довольно удивительным открытием. То есть, с одной стороны, вот это энное количество таких пластинок можно было соединить в какой-то природной основе, выбрав для этого кость животного, длинную кость животного или, скажем, деревяшку. В этой деревяшке с одной или с двух сторон выпилить пазы, вставить в эти пазы данные пластинки, причем плотно друг к другу и режущим острым краем наружу. Все это закрепить с помощью тех же самых природных клеев, природного клея, и у вас получается такое сложносоставное орудие. Составной нож, составной наконечник копья, наконечник дротика. Такие орудия появляются еще в эпоху позднего палеолита, ну а в мезолите они получают свой наивысший расцвет. И для археолога обнаружение таких микропластинок, а в культурных слоях они встречаются сотнями, а то и тысячами экземпляров, очень важно, потому что на основании наблюдений за тем, как изготавливались такие пластины, какие формы пластин предпочитались, какие размеры пластин предпочитались, какие орудия из них в конечном счете получались, археолог выстраивает для себя некие общие такие картинки, некую такую мозаику, свидетельствующую о близости или даже, скажем, общности традиций в обработке кремния, в обработке камня. И можно с помощью вот таких нехитрых реконструкций, а на самом деле достаточно сложных реконструкций, выйти на уровень уже каких-то
исторических обобщений, то есть говорить о близости, родстве этих традиций между собой на разных территориях, а возможно судить уже и о истоках, о происхождении, откуда пришли эти традиции, откуда пришли люди-носители этих традиций. В Камско-Вятском междуречье на сегодняшний день ученым удалось выяснить, что по сути дела, вот природных месторождений кремния такого нет. Ближайшие источники или ближайшие месторождения подобных серо-коричневых или серо-голубоватых кремней известны на Вятке, в среднем течении реки Вятки, в районе Советска и в районе нынешнего города Кирова, так называемое Черковское месторождение, то есть петрографы, специалисты по обработке, по камню, по следам на камне, по особенностям сырья. Ну, в частности, вот, в 70-е годы был у нас такой ученый Верещагин, работал в университете на географическом факультете. Он, сравнивая, сопоставляя между собой эти материалы, пришел к убеждению, что охотники в бассейне реки Валы изготавливали свои кремниевые орудия именно из того сырья, который добывался вот там на Средней и Верхней Вятке. А это означало, что все-таки территория была достаточно проницаема, и возможны были, как говорится, и опосредованные контакты, и прямые контакты, да, между теми, кто обитал на этой территории. Но человек, он всегда ищет чего-то нового, ему нужно как-то, как говорится, расширить сферу своей деятельности, и, конечно, сырья требовалось много, и человек искал это сырье. И вот одним как раз интереснейшим фактом, который был открыт нашими учеными в 70-е годы, являлось обнаружение памятника, такой стоянки-мастерской в районе Нынека, это Можгинский район, вот фотография как раз раскопана Нынекской стоянки-мастерской, где был обнаружен как раз вот этот вот процесс или попытка найти какое-то иное сырье и приспособить его для своих потребностей. Этим сырьем послужили выходы доломита. Доломит, в отличие от кремния, более мягкий материал. И он, по сути дела, вот такому пластинчатому скалыванию, по сути дела, не поддается. Поэтому в ходе раскопок на стоянке были обнаружены в основном вот те самые неудавшиеся приемы обработки этого камня. Сами желваки, продукты их расщепления, отщепы как отходы этого производства, ну и несколько орудий. Вообще, надо сказать, что на эпоху мезолита, она у нас длилась порядка 3 тысячелетий, приходится довольно много интересных открытий, и не только, скажем, искусство создавать такие составные орудия, но и постепенно вместе с изменениями климата и освоением этих территорий, приспособлением их для своей жизни, человек, в общем-то, пришел к тому пониманию, что помимо охоты и собирательства можно еще заниматься и рыболовством. Ведь селились-то в основном вдоль рек, вдоль озер, по берегам озер, и тогда, в те времена, они были более полноводны, и рыбы в них было достаточно много, поэтому на некоторых стоянках обнаруживаются, хотя, в общем-то, за тысячелетия сохраняется это гораздо хуже органика, но находятся остатки чешуи, костей рыб. Это означает, что постепенно человек начинал, как говорится, осваивать этот ресурс и оставаться при таком способе, при такой стратегии на одном и том же месте можно было гораздо дольше, нежели когда ты охотишься на быстро передвигающихся животных. И вот такой процесс постепенного оседания в таких удобных для рыболовства районов, он с течением времени привел к большей оседлости населения, к появлению более долговременных поселений, которые мы с вами увидим уже в следующую эпоху неолитическую. Но прежде чем перейти к ней, хотелось бы еще один момент обозначить. Вот, как мы видели на карте, памятников-то у нас довольно мало.
памятников мало, стоянок мало, и раскопки этих стоянок, может быть, не дают нам возможности говорить или судить о всей полноте вот той прошлой жизни. Но некоторые выводы все-таки сделать позволяют. Ну, например, раскопки стоянок Тархан, 1, 2, 3, 4, 5 стоянок в районе деревни Тархан на границе Вовожского и Кельмесского районов Кировской области, нашего Вовожского и Кельмесского района Кировской области, показали, что, несмотря на то, что эти стоянки расположены близко друг от друга и в одних и тех же, как говорится, условиях топографических, они все-таки по времени немножко разница. То есть есть более ранние, с более ранними формами орудий, есть более поздние. А это означает, что вот население, то есть те коллективы, которые приходили, заселяли эти районы бассейна реки Кельмези, валы Кельмези, они уже знали об этих удобных местах, и они не вгрызались, как говорится, в тайгу где-то дальше, а останавливались на том же самом месте, да, или вблизи него. Это означает, что они были чрезвычайно удобными во всех отношениях именно для этой экологической ниши. В конце VI, начале V тысячелетия до нашей эры опять-таки наблюдаются очень серьезные изменения в климате, в природе нашей территории, и эти изменения не могли не отразиться и на, собственно, тех коллективах человеческих, которые заселяли эту территорию. Но это уже другая археологическая эпоха нового каменного века, неолита, и мы о ней поговорим, рассматривая следующую витрину нашего музея.